Италия рукоплещет нашим музыкантам Адаму и Дале Гуцериевым. Выступления известных российских музыкантов в рамках юбилейного года в Риме стали ярким свидетельством того, что классическая музыка способна объединять людей разных национальностей и культур. Был отмечен не только высокий профессионализм Гуцериевых, но и их вклад в укрепление культурных связей между Россией и Италией. Концерты прошли в самом сердце Италии, в Вечном городе, в рамках масштабной культурной программы юбилейного года. В стенах знаменитой Римской консерватории собрались ценители классической музыки со всей страны. Традиция юбилейного года восходит к библейским временам и была официально установлена в древности, в 1300 году. Первоначально юбилейные годы проводились раз в столетие, затем период был сокращен до 50 лет, а впоследствии до 25, чтобы каждое поколение могло принять участие в этом событии. С 1800 года юбилей отмечался всего 9 раз, поэтому выступить на нем в рамках культурной программы – это большая честь и удача для любого музыканта. Итальянская публика, известная своим взыскательным музыкальным вкусом и приверженностью к классическим традициям, восторженно приветствовала российских музыкантов. Игру Адама Гуцериева критики назвали поэзией звука, отмечая его способность передавать глубину и сложность произведений Грига и Шопена. Я считаю, что Адам заслуживает всех аплодисментов, которые сегодня прозвучали. Он действительно отличный пианист. Далее Гуцериева, в свою очередь, была удостоена комплиментов за бархатный тембр виолончели и виртуозное исполнение Сен-Санса, которое продемонстрировало ее уникальный талант и артистизм. Мы вообще любим классическую музыку и любим этот оркестр и солистку уже слушаем не в первый раз. Поэтому пришли с большим удовольствием. Мы пришли, чтобы насладиться выступлением Дали. К тому же она играет на старинной виолончели Гваданини. Это потрясающий инструмент. У меня в руках тоже виолончель Гваданини. Мы всей семьей занимаемся созданием виолончелей вот уже 19 лет. Дали прекрасна. Она словно сошла с картины XVIII века. У нее очень романтичный стиль исполнения и классический подход к своему делу. Творчество Адама и Дали Гуцериевых – это уникальное явление в мире классической музыки. Они способны погружать слушателей в атмосферу глубоких эмоций и выразительных музыкальных линий. Каждый из них имеет свой уникальный стиль и интерпретацию. А каждое произведение, которое они исполняют, насыщено чувствами, что делает их выступления особенно запоминающимися, и как результат мелодия, словно глоток свежего воздуха, вдохновляет слушателей и открывает новые горизонты в классической музыке. Впереди много всего, впереди новые достижения, новые стандарты для меня, новые планки, новые желания и в первую очередь достижения, конечно же. Я хочу еще больше концертов, я хочу выступать в новых конкурсах. Да, все впереди. Адам Гуцериев является студентом Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Музыкальную карьеру начал в 5 лет. Уже в 11 победил на 7-м международном конкурсе молодых пианистов «Амигдала» в Италии. Неоднократный победитель и лауреат престижных международных конкурсов, среди которых Manchester Music Competition Великобритания, Fanny Mendelssohn International Competition Германия, Оден Дания, 6-й музыкальный конкурс во Франции и многие другие. Адам регулярно гастролирует за рубежом, имеет опыт сольных выступлений с ведущими оркестрами и дирижерами мира. Красота его творчества трогает людские сердца, а его талант восхищает даже самую искушенную публику. Для меня очень важно выступать в юбилейный год в Италии. И в целом Рим – это очень важный город, и Италия – очень важная страна для музыки, естественно. Поэтому для меня это огромная честь, огромное удовольствие, радость.
А учитывая то, как отреагировала публика на мое выступление, ну, я не могу даже подобрать слова. Реакция публики, аплодисменты, цветы, браво. Я получил для себя лично подтверждение, что я хорошо выступил, и людям это понравилось, а это для исполнителя главное. Пианист Адам Гуцериев прославился своим виртуозным мастерством и глубоким пониманием музыкального материала. В Риме он представил концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига и этюд Шопена. Его игра отличалась не только технической безупречностью, но и проникновенной эмоциональностью, покорившей сердца слушателей. Дали Гуцериева – аспирант Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Музыкой стала заниматься с 6 лет. Дали победитель и лауреат многих авторитетных музыкальных конкурсов: международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, международного конкурса в Манчестере, American Virtuoso в Нью-Йорке, 6-го международного конкурса в Токио, 7-го международного конкурса Оден, Дания, международного конкурса струнных инструментов Айс-Шима в Японии и многих других. Дали Гуцериева по праву считается одной из наиболее талантливых молодых виолончелисток России. Она также входит в состав жюри конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, в котором когда-то одержала свою первую победу. Вы знаете, для меня это большая честь, для меня это огромная радость выступать в Италии, в Риме, в юбилейный год. Я безумно счастлива, и у меня сейчас только положительные эмоции в душе. И пока не выйдешь на сцену, не поймешь, как ты сильно этого хотел. Потому что перед сценой все-таки играет волнение, какое-то давление. Конечно, сейчас, когда я уже стала более профессиональным музыкантом, для меня это уже не так страшно, как в детстве, да. Но когда выходишь на сцену и играешь, и аплодисменты в конце, ты понимаешь, что ты очень скучал по этому. Город как солнце. Прекрасный город, прекрасная публика, прекрасная сцена, оркестр потрясающий. Я просто в восхищении, я очень счастлива. Дали Гуцериева исполнила сложнейшее произведение Камиля Сен-Санса. Ее выступление продемонстрировало зрелое мастерство, тонкое чувство стиля и яркую индивидуальность. Концерты российских музыкантов на сцене Римской консерватории внесли важный вклад в программу празднования юбилейного года. По мнению критиков, выступления Гуцериевых стали настоящим культурным мостом между Россией и Италией, способствуя укреплению дружеских связей и взаимопониманию между странами. Творчество Адама и Дали Гуцериевых вызывает все больший интерес за рубежом, и прошедшие концерты в Италии – очередное подтверждение этому. Летом у музыкантов запланированы выступления на старейших фестивалях классической музыки в Европе, а в мае они дадут несколько концертов в Турции. Предстоящие выступления Адама и Дали Гуцериевых вызывают большой интерес у ценителей прекрасного. Молодые музыканты продолжают завоевывать международную сцену, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства и внося свой вклад в развитие классической музыки. Их талант и преданность искусству являются примером для молодых музыкантов во всем мире.